каждый мечтает стать обладателем уникальной дизайнерской вещи. Именно такие, да еще и с акцентом на знание истории и культуры осетинского народа, изготавливает Ирина Кулова. Она кастомайзер. Это замысловатое слово на языке дизайнеров обозначает человека, который занимается переделкой или декорированием изделий под вкус клиента, приданию одежде массового производства характера, настроения, оригинальности и уникального стиля. Свое желание привнести немного искусства в повседневность Ирина Кулова воплотила в виде вручную расписанных курток. В такой одежде можно выделиться, подчеркнуть свою индивидуальность, запомниться окружающим. Все свое детство мастерица провела с иглой и ниткой в руках. Она шила для кукол одежду, вышивала картины, вязала спицами и крючком. Ее увлекало все, что было связано с рукоделием и творчеством. С рукоделием у нас была связана бабушка, наша нанашка, мамина мама. Она всю жизнь, она меня, наверное, больше, я даже сама того не понимаю, но любовь у меня привилась именно к машинке. Это все от Нана, да. Она работала на фабрике, шила всю жизнь. И когда не было еще такого изобилия в одежде, и бывало, она рассказывала, что свадьба какая-то, она могла одеть платье, пошила себе, сходила, приходила, подружке отдавала свое платье, и подружка шла на ту же свадьбу. В 5 лет бабушка другая, это папина мама, научила меня вязать, гугулита, как они называются на русском. Вот. И я помню, что в 5 лет я уже вязала со спицами, а потом потихоньку бабушка меня учила шить. Вот эту любовь к шитью именно мамина мама мне привила. Все удивлялись, наверное, в классе 9 на Новый год я попросила швейную машинку. Вот мне очень хотелось, сама того, я сейчас точно не вспомню свои чувства, почему я этого хотела именно. Вот у меня была любовь к этому всегда. И на меня сестра говорит: Икра, попроси что-нибудь нормальное, зачем тебе эта швейная машинка? А я вот прям, мне очень нравилось. Я не скажу, что я прям села и стала шить одежду, конечно, но что-то там подшивала. Мне именно это удовольствие всегда приносило. Так сложилось, что Ирина работала в сферах, далеких от искусства. Однако творчество всегда являлось ее неизменным спутником, делало жизнь ярче и насыщеннее. В какой-то момент она поняла, что хочет создавать одежду и воплощать в жизнь идеи, которых за это время накопилось много. В профессии я технолог, закончила СК ГМИ. После окончания с красным дипломом меня оставили работать там и поступила в аспирантуру. Но все равно даже, наверное, мой руководитель, если это будет смотреть, я умудрялась, там, пока перерыв есть, иногда приносила с собой вышивку свою, бежала где-нибудь в кабинет, закрывалась, а именно отдыхала. Я не знаю, всегда меня к этому тянуло. Несколько раз меня поругали за это, я это все оставила. Не могла я жить без этого и все. У меня, когда вообще поступала в ГМИ, у меня был выбор между институтом мод, я рассматривала, все равно я тогда уже понимала, что это мое, но я побоялась, меня пугали, что лицензии на тот момент не было у института, и что мой диплом нигде не будет признан. Но, конечно, если бы я была сейчас, я бы понимала, что главное знание, а не признание самого диплома и лицензии. И поэтому я пошла в ГМИ, так как тут у нас пекарня, я выучилась на технолога, но все равно мой талант меня, мое, как сказать, наверное, предназначение больше это было, да. Ирина – целеустремленный человек, поэтому решила направить свою энергию в нужное русло, научиться шить профессионально. Курсы кройки и шитья, видеоуроки по интернету, а также позитивное мышление и осознание того, что человек – творец своей реальности, позволили раскрыться таланту. Ирина – сторонник практики. Она уверена, что любое ремесло можно освоить, если приложить к этому усилие. Было бы желание. Шить я начала с того, что когда у меня ребеночек появился, я решила ему пошить одеяльце. Вот именно лоскутное шитье меня привлекало очень. И я начала шить лоскутные одеяльца, даже продавать несколько штук получилось. Но я поняла, что очень большая конкуренция и мало возможностей, когда у тебя маленькие дети. И поэтому я как-то это на время забыла, но для своих детей я шила одеяло, в кроватку там могла им комплекты пошить. И один раз в интернете я увидела, как девушка именно вот на постельном белье детском рисует красками. И вот тогда меня это очень привлекло. Думаю, ничего себе, так тоже можно полностью создать дизайн какой-то свой.
И я начала вот это именно узнавать, краски. На тот момент у нас в Осетии, по крайней мере, я не встречала девушек, которые рисуют красками такими. И даже в магазинах у нас на тот момент этих красок не бывало. Сейчас все очень распространено, все очень популярно это. Я заказала с интернета себе эти краски и начала рисовать именно на детском белье. Вот комплект, который я пошила, и несколько одеял были вот с такой росписью ручной, именно по краскам. А потом как-то подружка моя увидела это и говорит: слушай, если ты так рисуешь, давай мне на джинсах тоже нарисуй, разве нельзя? Но честно, на тот момент я не видела. Это, конечно, было у всех кутюрье где-то, но я этим не интересовалась и не знала, что так можно, оказывается. Я просто сама по себе попробовала первую роспись сделать подруге на джинсах. И она до сих пор эти джинсы носит, уже 4 года прошло. Даже 5-й год уже, она в них до сих пор. Она говорит: видишь, я в них. И вот так пошло. Потом другая подружка мне принесла свои джинсы, себе что-то нарисовала. И тогда я стала уже интересоваться именно росписью в одежде. Не всем доступна эксклюзивная одежда от именитых кутюрье, а вот самостоятельно изготовить то, чего нет у других, можно. Так и появилась идея использовать вместо холста и бумаги текстиль, но не печатать изображение, а рисовать самой. Такая одежда выглядит стильно и, что называется, несет искусство в массы. Когда я начала шить, я создала первый принт, связанный с национальной ноткой. Там был барс, я нашла барса этого, и мне хотелось чем-то его дополнить. Я дополнила его луной круглой в форме остинского флага, звезды нарисовала и большой отклик. Я поняла, что очень многим это хочется носить на себе. Вдохновение талантливый кастомайзер черпает преимущественно в творчестве художницы Елены Кизиловой, больше известной под псевдонимом Свати Фарна. По мнению молодого дизайнера, ее картины могли бы не только стать достоянием музеев, галерей, частных домов, но и украшать одежду. С Леной, как мы познакомились, вообще ее картину я увидела первую Рамон Кафт в интернете. И я на нее смотрела ровно 2 года, прежде чем я ее нанесла на куртку. И как было? Я понимала, что мне мало было просто нанести на джинсовую куртку картину. Мне хотелось добавить какую-то историю, какую-то глубину в работу, чтобы было больше смысла в работе, именно как на одежде это нести. Но я не понимала, как это правильно оформить. Вот ко мне моя мысль не приходила, я на нее посмотрю, закрывала, думаю, нет, что-то не так. Потом я нашла абсолютно случайно в интернете, реклама у меня высветилась, курсы по кастомизации одежды. Я прошла интенсив, буквально он длился там месяца 2, даже, по-моему, меньше. И после этого я уже поняла, ко мне пришло, что я хочу. Я увидела работы других художников, дизайнеров на одежде, как они это все делают. И тогда я уже поняла, что и как именно я хочу. Я поняла, что я хочу это связать с нардским эпосом, что это наша история, наша культура. И я тогда стала искать Лену. Я увидела эту картину, стала по поиску пробивать, чья это картина, кто художник, кто автор. И вышла так на Лену. Елена Кизилова – автор более 100 тематических полотен, пейзажей, портретов, а вместе с различными набросками количество ее работ превышает 1000. В них переплетаются мифы и действительность. И эта многогранность поражает глубиной мудрого проникновения в жизненные и исторические ценности. Сердце Елены наполнено любовью к истории и культуре древней земли аланов. Большинство ее работ рассказывают о традициях и обычаях осетин. С полотен на нас смотрят рыцари, доблестные предки, герои нартовских сказаний. В каждой картине своя тайна, умноженная на мастерство. Это неисчерпаемая сокровищница, в которой можно находить все новые и новые какие-то элементы, какие-то истории, которые для тебя каждый раз по-новому рассматриваются. Допустим, вот эта танцующая моя девушка, которую все полюбили. На самом деле, в первую очередь, здесь мысль была о танце. Танец, он, по сути, сакральное явление. Да? То есть танцем человек образовывал определенное энергетическое пространство вокруг себя, создавал некий рисунок, да, ритмический. Женщина напрямую также связана с небом, то есть за счет птицы. Да? Это ее посыл, это ее молитва к Всевышнему.
о некоем благе, о некоем вот дожде, да, здесь звезды, и в то же время это дождь, изобилие, чтобы земля плодоносила, чтобы все было благополучно, чтобы было мирное небо над головой. А здесь у нас и солнце, да, солнце — это, по сути, наше божество. Если брать любой, скажем, религиозный источник, все равно все крутится вокруг солнца, свет. Свет, свет, свет. Везде говорится о свете. То есть, а солнце — это свет. То есть обращение к свету, обращение к высшему миру, о том, чтобы благо снизошло на землю, ну и через женщину, через ту же шатану, например. Вот здесь уже конкретно молитва непосредственно самой шатаны, когда она пекла 3 медовые лепешки, бежала на гору и молилась о какой-то той или иной ситуации или просто о защите своих нерожденных сыновей. Зараса же ее мать, и шатана тоже с водой связана. То есть это водная стихия, то есть через свою водную стихию, вот она, в принципе, так и получается идет, через пироги, которые, в принципе, суть земли, да, то есть зерно вырастает на земле, сыр тоже это производная земли. Она молится наверх, молитва в виде ласточки. Картины можно рассматривать бесконечно долго, находя все новые и новые собственные объяснения сюжетам, отыскивая знаки, разгадывая загадки. Ирина Кулова дарит новую жизнь этим живописным изображениям, превращая их в эксклюзив. Такие куртки, говорит дизайнер, можно надеть на себя и носить каждый день, находясь как бы внутри полотен, демонстрируя миру свою любовь к истории и традициям великих предков. Вообще можно сказать, что каждая отдельная куртка – это как каждая отдельная маленькая история из нартовского эпоса. Например, вот если рассматривать каждую, это у нас чаша была у нарта Вуасамонга. Эта чаша обладала магическим свойством, и то есть если нарт что-то там где-то приукрашивал, преувеличивал, эта чаша никогда или не договаривал чего-то, она не поднималась с места. Но если нарт рассказывал о своем реальном подвиге, который он совершил, чаша поднималась со стола и приближалась к губам нарта, который рассказывал эту историю. Здесь на рукаве я выбрала такой момент из нартовского эпоса, когда именно рассказывается о том, как нарты относились к этой самой чаше, что они ее превозносили, и что у нартов было очень много сокровищ, но именно к чаше Вуасамонга они относились по-особенному. Сложные какие-то работы я оставила без надписей специально, чтобы они в какой-то момент не усложняли эту работу. Вот эта работа, мне кажется, все-таки очень глубокая, потому что здесь изображен олень, он олицетворяет фарн, осетин. И здесь же у нас бусина счастья, Сакурай Фардак. И то есть она и в роли девушки Зираша с яблоком нартом золотых. И поэтому я решила, что здесь надпись будет лишняя, что она будет утяжелять работу, что здесь и так много элементов, много героев, которые несут свой смысл определенный. И поэтому такие работы я оставляла без надписей. Ну, для футболочки я выбрала такой принт Свати Фарн, разработанный, более простой, и в то же время я его украсила такими бусинами, чтобы это было все равно интересно, и чтобы это было видно, что это ручная работа, все равно такие элементы были добавлены. Эта работа тоже также без надписи, потому что это картина Елены мне показалась очень глубокой по смыслу, и здесь столько мелких деталей, которые в то же время связаны между собой, которые с первого взгляда не бросаются в глаза. Но если мы обратим на это внимание, рассмотрим поближе и поймем глубокий смысл, который несет эта картина, поэтому я не стала добавлять сюда надписей, чтобы они не то, чтобы это не было бы на этой работе, именно это не было бы слишком много. Но я не хотела, чтобы надписи отвлекали от этой картины. Это работа царица всех работ, потому что, во-первых, шатана, главная героиня нартовского эпоса, и, во-вторых, это
Золото на черном очень богато смотрится. На эту куртку больше всего обращают внимание. То, как она выполнена. Очень долго я подбирала шрифт, который будет подходить именно под эту картину, чтобы он ее не упрощал, шрифт, а именно добавлял какой-то нотки исторической. Мне кажется, тоже это здесь получилось передать. Эта работа, несмотря на то, что, честно говоря, когда вот эту работу начинала делать, я думала, она будет казаться более не такой интересной, как можно сказать, потому что я боялась, что такой принт, полегче, чем другие принты, не будет так выгодно смотреться. Но на самом деле, как оказалось, уже потом, дополнив это все золотом, надписями, какими-то штрихами, работа, мне кажется, получилась очень интересной. Ну и эта курточка у нас, это Бон Вернон, утренняя звезда нартов. В ней тоже очень часто упоминается в сказаниях о нартах, потому что для нартов это была особенная звезда. Когда она восходила на небе, у нартов начинался свой новый день. Здесь точно так же подобран отрывок из нартовского эпоса, где упоминается один из. Там было очень много фрагментов, я долго подбирала, выбирала, который же интересней, поинтересней. Ну и выбрала все-таки момент, где происходит рождение новой жизни, когда родились близнецы у Орхага. И вот этот момент здесь зафиксирован. То есть, когда и тут упоминается Бон Вернон в тот момент, что когда первый сын родился, утренняя звезда восходила на небе. Тут такие фрагменты, такие орнаменты изображен на рукаве. И тут, конечно же, в золоте еще упоминается имя главной звезды Бон Вернон. В них реальность оживает в виде образов, созданных художницей Свати Фарна с помощью аллегорий, символов и метафор, и пропущенных через призму ее восприятия. Тема сети, она на самом деле изобильна, благодатна, она очень глубокая, она поистине исчерпаемый источник для творчества, для вдохновения, для исследований. И мне нравится изучать такой момент, как современность трактует вот эти все знания, как можно это трансформировать в наш мир, как можно проецировать это так, чтобы сохранить эту преемственность поколений, чтобы сохранить эти знания, интерес к истории, чтобы не угасал, чтобы люди не теряли свои корни. Знаки, символы и метафоры, они сопровождают нас везде, повсюду. Вот, даже на примере вот моей картины, да? Это же знак, это символ, птица Феникс. А любая птица – это посыл к высшим инстанциям, да? То есть это молитва, она обозначена птицей, по сути. Птица также обозначает душу многих народов. То есть вот если уметь правильно считывать каждый символ, каждый рисуночек, то можно прочитать полностью изображение. Ирина Кулова старается с точностью передать образы, созданные фантазией Елены Кизиловой. Натянув ткань на подложку, она начинает рисовать контур будущего изображения, прорисовывает детали и наносит окончательные штрихи. Последовательность создания рисунка с помощью акриловых красок похожа на классическую живопись. Перед тем, как нанести рисунок, я обязательно разрабатываю для начала макет на планшете. Я сочетаю беру куртку, фотографию куртки, накладываю на нее рисунок, добавляю какие-то узоры, орнаменты, смотрю, что будет лучше сочетаться с определенной картиной, какой будет шрифт даже элементарно сочетаться с картиной, что будет лучше. В каждую из своих работ Ирина вкладывает частичку своей души и времени, а значит и жизни. Каждая изготовлена с любовью. И несмотря на то, что какие-то изделия похожи, все же абсолютно одинаковых быть не может. Ручная роспись – это не принт, не цифровая печать. И выражения лиц героев нартовских сказаний могут отличаться, и узоры меняться. Существует много способов переноса рисунка на ткань. Это и печать различными специальными принтерами, и какие-то наклейки, много разных. Но я использую именно ручную роспись, потому что она, во-первых, каждый раз индивидуальна. Если даже картину ты будешь повторять, все равно что-то другое в каждой работе будет. И цвет, это будет эксклюзив в любом случае. И во-вторых, что красками мы можем передать больше объем, интереснее работа получается. То есть это на самом деле получается, что картина, собственно, на одежде. Если мы сравним любой принт, напечатанный даже на самом лучшем принтере, никогда он не сможет повторить то, что ты рисуешь руками.
Кастомайзинг – процесс невероятно увлекательный и творческий, и это успешно демонстрирует смелый дизайнер, представляя на суд публики свои работы. Создание таких изделий не предполагает спешки. Основная цель – сделать их как можно качественнее и интереснее. Перед тем, как нанести, я беру вот Ленины картины, например, и я начинаю перечитывать нардский эпос. Я начинаю находить именно тот, там бывает буквально несколько строчек, но на поиски этой строчки у меня может уйти даже до 3 дней, наверное, чтобы вот именно у меня идеально совместилась картинка и эти пару строчек. Вот, чтобы это была полная работа, не нуждалась в каком-то дополнении, вот так, наверное. И если учитывать вот эти 3 дня, наверное, на одну работу у меня уходит, наверное, больше, чем неделя, если это все учитывать, все мелкие детали. Именно 5 дней у меня уходит на само нанесение, а на поиск, если это все учитывать, то, наверное, до 10 дней. Для создания своих работ Ирина одежду не шьет, а только использует ее в качестве холста. Вся суть в рисунке, именно в нем ценность каждой вещи. И такие арт-объекты могут надолго задержаться в гардеробе любой модницы. Перед росписью одежды всегда одежда стирается для начала. Это может быть, во-первых, пропитка одежды. Во-вторых, это нужно для того, чтобы вообще краски рисуются только на хлопковой одежде. То есть минимальное содержание хлопка – это 80%, чтобы краска держалась так, как нужно. А хлопок, как мы знаем, имеет свойство усадки у вещей. И чтобы вот не произошло искажение рисунка, потом краска, то есть мы рисуем краской, она фиксируется, она потом не уменьшится, не увеличивается. А одежда, если мы ее не обработать перед нанесением, не постирать, вот эта самая усадка потом может исказить рисунок. При росписи тканей предпочтение отдают акрилу. Производителей довольно много, и каждый художник находит для себя краску, рисовать которой комфортно и приятно. Что-то больше подходит для шелка, что-то для плотных тканей и кожи. Одежда с ручной росписью прослужит долго, если соблюдать рекомендации. Нет краски, которые похожи друг на друга один в один. У каждой краски свои какие-то нюансы, которая-то лучше ложится на тонкую ткань, какая-то лучше ложится на плотную джинсу. И надо все эти нюансы знать и правильно использовать, чтобы получить качественную итоговую работу. Соблюдая там несколько пунктиков по уходу за одеждой, одежда с росписью может прослужить до 7 лет. То есть скорее вещь сотрется и надоест вам, чем роспись сойдет с одежды. Идея использования изображений в виде известных картин появилась давно. Именитые модельеры используют в своих показах такие наряды. И они всегда смотрятся ярко и интересно. А для Ирины Куловой это попытка привнести искусство в народ, сделать его проще и понятнее для восприятия людей. Я уже 5-й год в росписи одежды, но именно вот сейчас пик того, что это модно. Это очень модно, и Дольче Габбана, и все разные дома мод. Они создают прям коллекции с ручной росписью. То есть это прям на самом пике моды сейчас. И совместить нашу историю с тем, что сейчас модно, я думаю, и тем самым как-то и молодежь на это реагирует, и молодежи свою историю, как сейчас ругают многие молодежь, что вот она не интересуется своей культурой, не интересуется, а все-таки можно бывает найти вот этот самый мостик, когда молодежь и можно и заинтересовать, и в то же время в ногу со временем идти. Я думаю, что, я надеюсь, что я к этому пришла. То, что интерес такой есть, доказал фестиваль «Стиль Кавказа». Свои коллекции современной одежды в этническом стиле продемонстрировали 20 талантливых дизайнеров из Северной Осетии, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Все эти люди объединились во имя идеи – нести в мир красоту, основанную на любви к творчеству и народному искусству, продемонстрировать моду, вобравшую в себя глубину мысли Кавказа и прагматичность Запада. В дефиле принимала участие и молодой кастомайзер Ирина Кулова. Начинающим творцам я хочу дать совет никогда не терять свою нотку, свою узнаваемость. Но при этом любой автор и дизайнер должен учитывать потребности и спрос потребителя. И то есть нужно уметь совместить
спрос потребителя и свое что-то, свой почерк не потерять в этих работах. И если вот у вас получится совместить это все вместе воедино, мне кажется, и узнаваемость, и популярность придет. Мера успеха для любого творца – это популярность его работ. В основном вся одежда, расписанная Ириной Куловой, уходит в другие города и даже страны. Как правило, благодаря рекламе в соцсетях ее приобретают молодые люди от 15 до 35 лет. Многие работы были проданы не в Осетию. И людям приятно, именно осетины, которые живут не в Осетии, им приятно свою историю. И мне приятно, что наша история идет по улицам других городов. И подруги, друзья читают это все, эти фрагменты из нардского эпоса, которые на рукавах, на спине. И их это начинает заинтересовывать. Они говорят: ой, да, что это? И то есть человек им рассказывает, и это идет то, что наша история выходит за пределы Осетии. Мне вот это именно было важно. Конечно, родители Ирины Куловой хотели, чтобы их дочь реализовалась в другой профессии. Однако девушка давно поняла, что творчество – это ее призвание. Она смело шла вперед, через трудности, к своим мечтам, оттачивала мастерство, реализовывала талант. И близкие люди стали относиться к ее выбору с пониманием. Наверное, очень важно слышать свое внутреннее «я», и когда тебе твое внутреннее «я» подсказывает, что иди по этому направлению, очень важно не сбиваться с пути. Я очень много времени потратила на то, что я сбивалась с пути и шла потому, что правильней, а не то, что я хочу, наверное. И все родственники, когда я сидела по ночам, не спала до 3 ночи, укладывала детей, шла, рисовала, шила, смотрели на меня как: иди поспи, что ты делаешь, иди ляг спать. Или мне могли сказать: ну, слушай, тебя работать никто не заставляет, занимайся детьми, или, ну, если ты уже хочешь работать, иди на нормальную работу, что ты мучаешься, не спишь по ночам, иди. А я уперта: нет. Ну, а после, честно говоря, наверное, этот фестиваль даже нужен был больше не мне, а, наверное, для того, чтобы меня мои близкие поняли, что я серьезно настроена и вышла на серьезный путь. И после показа как-то стали более серьезно относиться ко всему. Не надо никогда бояться начинать свое дело. Никогда. И если вы чувствуете, что у вас есть к этому потенциал, у вас есть к этому желание, то нужно идти всегда вперед и до конца. И мелкими шажочками, может, даже там, начиная с какой-то работы, с одной, и потихоньку нарабатывая опыт, понимая аудиторию свою, что вам надо, все приходит с опытом и с тем, насколько упорно вы работаете. Кастомайзинг – отличная сфера деятельности для совершенствования и экспериментов, считает молодой дизайнер. Можно создавать не только то, что видишь в реальности, но и то, что есть в воображении, что можно заполнить эмоциями и ощущениями. Впереди много идей и планов, и все их Ирина попытается реализовать. Я думаю, я дошла до того момента, когда мне хочется более масштабировать свою работу. И есть в планах, конечно, очень много идей. И в планах выпускать именно свои идеи коллекциями. То есть вот сейчас нартовский эпос у меня пройдет коллекция. Я хочу создать мужскую одежду, мужскую коллекцию джинсовых курток с нартовским эпосом. Ну и после этого тоже все секреты я вам как раскрою. Главное не останавливаться на достигнутом, трудиться, тогда успех обеспечен, говорит Ирина Кулова. А еще прислушиваться к советам тех, чей пример достоин восхищения. Не пытаться делать что-то вопреки своей сущности, чтобы не пропало желание мечтать и творить. Слушать сердце и не терять вкуса к жизни.